Валерий Кузьмин снова поднимется в небо. Сегодня имя выдающегося якутского летчика было присвоено самолету «Сухой Суперджет-100». На торжественной церемонии присутствовали руководитель Росавиации Александр Нерадько, заместитель председателя правительства Якутии Виктор Амуков, родные и близкие Валерия Кузьмина, его друзья и сослуживцы. Подробности в материале Афанасия Николаева. Григорий Гордейко, командир Сухого Суперджет-100 с бортовым номером 89011, не скрывает радости. Еще вторым пилотом он летал на именном Ту-154 Валерий Кузьмин. И сегодня имя выдающегося якутского летчика снова украсит борт отечественного самолета. Как и всякий авиатор, Григорий верит в приметы. И командир уверен, с таким небесным покровителем лайнер ждет долгая и успешная карьера. Я думаю, гораздо лучше самолет. Он это чувствует. Каждая машина это чувствует тоже. Я думаю, и нам он принесет тоже удачу. И компании. Так. В выборе имени для Суперджета компания не сомневалась ни минуты. Валерий Кузьмин не только выдающийся полярный летчик, но и человек, организовавший сильнейший во всем Союзе авиаотряд. Я думаю, что он, конечно, бы гордился, что в авиакомпании «Якутия», в Якутии, эксплуатируются самолеты отечественного производства. То, что сейчас называется словом импортозамещение, да, а мы гордимся тем, что именно авиакомпания «Якутия» является последовательной авиакомпанией, которая занимается эксплуатацией именно отечественной авиатехники. Стоит отметить, что авиакомпания «Якутия» увеличит флот сухих. В июне этого года во время авиасалона в Ле-Бурже был подписан контракт о закупке еще нескольких суперджетов. В Париже Ле-Бурже мы подписали контракт на увеличение парка самолетов до 5 единиц, включая 2 самолета, которые уже эксплуатируются. Это по поводу наращивания парка. Учитывая экономический кризис, вызвавший серьезные проблемы у многих российских перевозчиков, в данный момент Якутия ведет переговоры об изменении условий лизинга уже 2 действующих лайнеров. Также будут предоставлены субсидии на лизинг новых машин. Существует программа, которая у нас существовала и до кризиса. Да? Это субсидирование лизинговых ставок первого платежа со стороны федерального бюджета. И надо сказать, что точно так же участвовало в заключении этого контракта и республиканское правительство. Руководство авиакомпании и Росавиации накануне юбилея гражданской авиации Якутии со сдержанным оптимизмом смотрят в будущее отрасли в регионе. В авиации без трудностей не бывает. Я думаю, особенно не бывает трудностей в авиации Якутии. Да? Ко всем проблемам добавляются еще и самые сложные метеоусловия. Я уверен, что авиация справится с очередным этапом трудностей, успешно преодолеют, и перевозки будут расти, и новые самолеты будут появляться, прежде всего отечественного производства. И новые поколения ребят и девчат будут приходить в авиацию. Афанасий Николаев, Андрей Секретов, НВК «Саха», Якутск.